Меня зовут Хизри, мне 73 года. Я рос и жил в Грузии. Когда где-то исполнилось мне 16, это было где-то 68 год. Познакомился я там с одним парнем. У него отец был азербайджанец, а мать у него была немка. Вот такой союз был. Он был такой гитарист, был очень одаренный. И мы так небольшую группу организовали. Ну, в основном, да, много лет я в рок-группе играл на гитаре. Там песни пел всякие, там, Битлзов, русские, грузинские, армянские, ну, разные. В Тбилиси это было. Группа называлась, ну, по-грузински Шевардени, а Шевардени — это сокол. 30 лет я мучил эту гитару, играл на ней. И тогда я хотел сам лет 10, как хотел бросить. 10 лет с собой так боролся, это все, но не получалось. Тогда я еще не знал, что такое ни религия, ни нас, ни шайтан. То, что я не сбивают, я этого не знал. Как-то ночью проснулся, я стал просить уже Аллаха. Сам я 10 лет не мог своими силами это преодолеть, ну, свою эту слабость. Потом стал просить Аллаха, плакать стал. Это я в селении жил, в Ури. И на утро, ну, про себя решил, что я уже сам это никогда не смогу бросить. Пойду-ка я куда-нибудь примечать, и там как-то легче будет мне. Оставлю же друзья, это гитару, это все. В общем, встал в один день утром рано, забрал с собой сына, спустились к речке, и там по тропинке до самого Согратля, это, ну да, это низа, не само селение, а туда. Оттуда еще до Чоха, а потом там на попутке мы доехали до Гергебеля. Ну и там мадраса, это все знают. Туда пришли с сыном. И прямо к директору пошел. Али Хаджиев был такой необыкновенный человек. Ну, вали, да, как говорят, у нас святой человек. Он был из рода Абу Бакра Сиддика, селение Аймаки. И он постоянно делал салават пророку. Круглосуточно. Вот сколько вот бывает, встретишь его там. Все время у него салават был. Там бывало, что спишь, и во сне тоже в голове у меня салаваты крутились. Я все время салават слышал. И днем, и ночью. Такое было. Он меня принял, и сына сразу нас определили. Ну и стали мы, короче, учиться. Ну, я ему наказал, говорю, ты и учись хорошо, и аварский язык тоже учи. Раз ты, там же все аварцы, а мы лакцы. Аварский язык тоже учи, не помешает нам. Вот это первый год, я же немножко это буквы научился и смотрел, как дети учатся, Коран читают. Вот я смотрел в книгу эту и думал, я этому не научусь, наверное. А потом что-то по одной букве, по две, по одному слову начал Коран тоже читать. Ну так, по слогам, по словам. И потихоньку научился читать. Вообще это место, мадраса, там необыкновенное место было. Оно очень отличалось от за пределы мадраса выйдешь, когда там уже домой едешь. Это совсем другой мир, а тот совсем другой, чисто такой исламский мир. Потом мы в столовую ходили. Там работал один парень из Хунзаха, Абдул-Маджид. Очень хороший такой парень. Веселый такой был, своеобразный. Он поваром был. Он тоже что-то, видимо, хотел уехать тоже. Ну, говорит, мне надо, говорит, уехать домой. Спрашиваю, ты, говорит, готовить умеешь? Я так немного готовить умел. Ну, кушать. Умею, говорит, ну, говорит, сможешь, говорит, там недельку побыть? Я говорю, смогу. И вот так на кухню устроил, в столовую. Стал готовить им. Ну, еще было такое-то. Мысль была, чтобы там как бы на дармовую не сидеть, что-то же надо это. Там учишься, там кушаешь. От себя тоже надо какую-то пользу приносить. Около 10 лет я там проработал поваром. Ну, не подряд, мы менялись. Учил Коран, и учили мы также основы религии. Это все проходили.
муадзином я уже немало поработал. 21 год поработал так постоянно. Начиная с 99 года, это селение Ури, там 7,5 лет. И потом с 2006 года здесь, в Казикумухе, тоже работал до 20 года, 14 лет. И после этого тоже, когда муадзин уезжает или что, я все равно здесь хожу в мечеть, читаю так, как на запасе. Семья сейчас в данный момент в Махачкале они живут. У меня 2 сына и дочка, а так было 3 сына. Младший сын в армии, он вот сейчас в конце этого месяца должен приехать, иншаллах рахман. Второй сын работает в Москве. А старший сын, который со мной в Гергебель ходил, он на этой привокзальной мечети одно время будуном был. И в пятничный день там скупался, все. И, как случилось, покинул этот мир. Ахмед звали, да. Когда мне исполнилось 70 лет, у меня появилось желание писать стихи. Когда в школе учился по молодости, мы же проходим там Пушкина, Есенина. Может, это еще вспомнил, я кое-что знал так наизусть тоже. Я не скажу, что я поэт или кто, но так для себя стал писать. Город нашего пророка, лучезарная Медина, ты любима всем без срока, ты на свете лишь одна. Все спешат к тебе навстречу, хоть живут они вдали. Несмотря на расстояние, мусульмане всей земли. Все спешат, забыв о доме, там, где райский уголок. Посетить хотят безмерно, где лежит наш свет пророк. Там такая благодать, что словами не сказать. Забываешь все на свете и не хочешь уезжать. Все проблемы и заботы где-то очень далеко. Забываешь о работе, на душе светло легко. Лучезарная Медина, баракатом ты полна. Вольной щедрости пророка ты паломникам весна. Ты полна любви к пророку, как бескрайняя волна. Тут и радость, и надежда, что всем людям так нужна. Нас зовет к себе и манит зов пророка и любовь. Так от сердца к сердцу тянет свет ислама вновь и вновь.